Если честно, это уже во многом похоже на паранойю. Досмотрите это видео до конца, и вы узнаете, как ситуация внутри страны усугубляется, или нам реально грозит опасность. Подписывайтесь на обновления и точно будете в курсе всего самого важного. Мухаммади Рахматулла, который в прошлом считался одним из лидеров запрещенного в Таджикистане религиозного течения Салафия, приговорен судом района Исмаили-Самани города Душанбе к 8 годам колонии. Священнослужителя в 2016 году уже осудили на 8 лет, но он был освобожден досрочно по амнистии. Юсуф Мухамаров, брат Мухаммади Рахматулла, сообщил 23 марта, что священнослужитель осужден по статье 307 Уголовного кодекса Республики Таджикистана, но подробности ему неизвестны. Статья 307 Уголовного кодекса Республики Таджикистан состоит из многочисленных пунктов и приложений, которые предусматривают наказание, в частности, за публичные призывы к осуществлению экстремистской деятельности, организацию экстремистского сообщества. Попытки узнать подробности вынесенного приговора не увенчались успехом. Я участвовал на 2 заседаниях суда, присутствовал и при вынесении приговора. В зале суда было очень много людей. За что приговорили брата, я так и не понял. Вместе с ним были осуждены еще 10-12 человек. Им дали от 7 до 10 лет колонии. Лучше спросите у его супруги. Она участвовала во всех заседаниях суда, сказал Юсуф Мухамаров. Корреспонденты 23 марта побывали дома у Мухаммади Рахматулла, однако близкие священнослужителя от общения отказались. Об аресте Мухаммади Рахматулла сотрудникам госбезопасности его близкие сообщили в ноябре прошлого года. Юсуф Мухарамов, брат священнослужителя, тогда рассказал, что Мухаммади 2 ноября был приглашен на беседу в Комитет национальной безопасности Таджикистана. Спустя некоторое время, по его словам, сотрудники ГКНБ позвонили сыну Мухаммади Рахматулла и сообщили, что священнослужитель задержан. Насколько мне известно, брата арестовали из-за какого-то разговора на религиозную тему или из-за какой-то проповеди. Больше ничего нам не известно. Мухаммади нигде не работал, у него даже нет паспорта. В мечеть не ходил. Почти все свое время он проводил дома и лишь изредка выходил на улицу, добавил тогда Юсуф Мухарамов. По словам близких священнослужителя, в ответ на вопрос о причинах задержания им было заявлено, что согласно решению суда Мухаммади Рахматулла не имел права выступить с проповедями, однако он продолжал этим заниматься. Родственники священнослужителя с этим обвинением не согласны и утверждают, что он избегал беседы на острые религиозные темы. Мухаммади Рахматулла в 2016 году был приговорен к 8 годам заключения по обвинению в организации экстремистского сообщества. Он покинул колонию в конце лета 2021 года досрочно по амнистии. 50-летний Мухаммади Рахматулла в 2011 году после 4 лет обучения на факультете шариата Международного исламского университета в Исламабаде вернулся на родину. Священнослужитель, отец 4 детей. В середине 2000-х годов, на пике деятельности движения Салафия в Таджикистане, Мухаммади Рахматулла часто вступал в дискуссии с представителями традиционного духовенства от имени местных салафитов, которые ратовали за истинный, с их точки зрения, ислам, а от остальных верующих мусульман отличались своеобразным совершением намаза и своей формой одежды. Они носили укороченные брюки. В 2009 году религиозное течение Салафия было объявлено в Таджикистане вне закона. Решение о запрете было принято Верховным судом на основании иска Генеральной прокуратуры Таджикистана в целях защиты конституционного строя, укрепления национальной безопасности страны и предотвращения разжигания межконфессиональной розни. В декабре 2014 года, после того, как многие таджикские салафиты перебрались в Сирию и пополнили ряды боевиков исламского государства, Верховный суд Таджикистана признал течение Салафия экстремистским. Международная правозащитная организация Human Rights Watch в начале 2022 года подвергла критике власти Таджикистана за регулярный арест предполагаемых участников салафитских групп. Как вы относитесь к такой ситуации? Как вы думаете, действительно ли эти люди виноваты или они были просто не поняты и потому изгнаны? У нас пока на этом все. Оцените наше видео подпиской и лайком. До скорой встречи.